Исәміз, құрметті достар, қан құрдыштарым, милләттешләр, барлығына шеркедуләр сәламлем. У нас в культурном татарском центре оказался Марат и Ринат. Что они здесь делали? Они пришли на презентацию книги Марата Сафарова и Рината Абянова. Так что получилось так, что Марат и Ринат пришли поздравить Рината и Марата. Греко-римский стиль борьбы – самый древний стиль борьбы. У нас больше всего олимпийских чемпионов, призеров чемпионатов мира. Чем мы бы ни занимались, мы должны быть лучшими в своем деле. Хайрликын Марат Шамилевич, Хайрликын Ринат Рашитович. Хайрликын. Хочу сразу поблагодарить вас, что, невзирая на плотный график, моральную и физическую нагрузку, вы нашли время и приехали к нам на интервью. Сизге рахмет, шақырған үшін. Фарид Фарисович рассказал, что вы боец с мировым именем. Расскажите, как в свое время вы пришли в спорт? Кто был вашим главным наставником и вдохновителем? В спорт я пришел в достаточно раннем детстве, около 10 лет. Я пришел в секцию греко-римской борьбы. Тогда она была более популярна, чем сейчас. Продолжал заниматься долгое время, вплоть до институтских лет. Из людей, которые меня вдохновили, были, наверное, бойцы, так скажем, первого потока, первопроходцы в мире боевых единоборств. Это прежде всего Олег Токаров, наверное. Те люди, которые мотивировали на интерес, на занятия этим. Вы патриот своего народа, являетесь создателем и меценатом Татарского спортивного союза. Расскажите о деятельности союза, о ваших соратниках и воспитанниках. Рахмат Бигзор. Татарский спортивный союз образовался достаточно спонтанно, хотя мысли о нем присутствовали давно, дабы сплотить спортивную общественность Татарстана, татарской нации, молодежь. И в 2017 году презентовали на одном из татарских форумов молодежных эту организацию. Пообщались с президентом, получили поддержку. И с того времени начали активную селекцию и массовое распространение идей национального татарского спортивного духа, прежде всего среди единоборцев. И как оказалось, на поверку, что среди нашей многочисленной нации большое количество титулованных знаменитых спортсменов, которые могли бы быть примерами и не только для своей нации, но и для всей страны, в том числе России, для всего мира. Таким образом организовалась спортивная общественная организация, которая объединила прежде всего вначале спортсменов-профессионалов, которые выступали на тот момент профессионально. Это октябрь 2007 года, то есть без малого 3,5 года организация. Она еще достаточно молодая, но уже очень активная. Ранее вы упомянули греко-римский стиль борьбы. А чем он отличается от самбо? Греко-римский стиль борьбы, если уж мы уходим в детали, самый древний стиль борьбы. Этот стиль борьбы был еще во времена Олимпийских игр в Афинах, то есть первых Олимпийских игр. С него начиналось, с него зарождались единоборства. Если самбо – это продукт уже 20 века, да, то греко-римская борьба – это как основа основ. И, кстати сказать, среди наших с вами земляков, татар, максимально популярный этот вид спорта. И максимальное количество наших земляков, татар, себя очень ярко реализовали и именно в этом спорте. В этом спорте у нас больше всего олимпийских чемпионов, призеров чемпионатов мира, призеров чемпионатов Европы. Кстати говоря, первым олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе был Шазам Сафин, татарин. Принимаете ли участие в деятельности автономии татар города Москвы? Принимаю с большим участием, стараюсь следить в социальных сетях за мероприятиями Татарского культурного центра, автономии татар города Москвы. Принимаю приглашения на мероприятия по возможности. Надо сказать, что
татарская национальная автономия очень сильно развилась с того момента, когда я был еще мальчишкой-подростком, вырос в Москве, до сегодняшнего времени. Она обзавелась прекрасным особняком, местом притяжения татар, где люди могут собираться, читать книги в библиотеках, изучать язык, слушать родной язык, есть национальную кухню, общаться с земляками. Поэтому да, принимаем. Татар концертларына, спектакльларга баргалыйсыз mı? Үйде татарша сөйләшәсез mı? Үйдә татарча сөйләшәмен, әни белән, әти белән, балалар белән, әлбәттә сөйләшәм. Концертларына иреклим, баргалыйм. Что нужно воспитывать в молодом поколении? Какие принципы прививать? Считаю, что нужно прививать принципы нравственности и порядочности, потому что татары неотделимы от своей религии, от ислама, и она является образующей для любого человека, вне зависимости от его национальности, вероисповедания. Вера в Бога укрепляет человека, она облагораживает его, поэтому все, что дает ислам, все, что дает татарская история, татарская культура, это нравственность, уважение к старшим, основные человеческие принципы, которых надо придерживаться, я считаю. Ваши планы на будущее? Если мы говорим о моей профессиональной деятельности, так скажем, это даже не моя профессиональная деятельность, это мое такое общественное хобби. Меня многие спрашивают, почему Татарский спортивный союз? Это коммерческий проект, или общественный проект, или это какой-то социальный проект. Это прежде всего социальный проект, это моя дань татарскому народу. Кто-то пишет стихи, кто-то пишет песни, кто-то создает прекрасные спектакли. Я выбрал для себя, потому что я люблю спорт, я знаю, что в спорте есть для людей только благо. Больше, чем в 12-13 странах есть представительство Татарского спортивного союза неофициально. Это и Америка, и Азия, и Европа, и Канада, Татарстан, республики, другие республики России. Поэтому увеличивать численное количество людей, которые вовлечены в деятельность этой общественной организации, увеличивать и улучшать качество людей, спортсменов, быть примером для нации, да и для всех окружающих. Ринат Рашитович, искренне рады за ваши достижения. Расскажите о себе, где родились, как пришли в спорт. Родился я в республике Мордовия, в селе Белозерье. В спорт я пришел в 13 лет. В отличие от Марата Шамильевича, я пришел на секцию вольной борьбы. Мне было 13 лет. В городе Казани папа меня отвел на секцию вольной борьбы. И вот с тех пор, с небольшими перерывами на учебу, в службу в армии, я с тех пор в спорте, как говорится. Но начало у меня именно вольная борьба. За результатом, который сегодня мы видим, стоят годы напряженных тренировок. Расскажите о ваших главных принципах в работе. Только тяжелый труд. Как я всегда говорю, это 99% труда и 1% таланта. Только так можно достичь успехов в этом виде спорта. В любом виде, в принципе, не только в спорте. Бар ма онда татар спортсмендары, сіз аларга карап югары результатларга ынтыласыз? Бар, бұл біздің керашчы Эмиль Шарафиддинов, біздің хоккейшілеріміз Эмиль Гарипов һәм Альберт Ярулин. Сіз үйде татарша сөйләшәсез ме? Татарша сөйләшәбез. Расскажите, был ли случай в жизни, когда в критический момент вам помогала вера? Однозначно. Мы, в принципе, и в этом году были множество травм, был карантин. Мы, в принципе, уже хотели все оставлять, но, как говорится, по воле Всевышнему лучше знать, что для нас благо. Мы переждали, мы перетерпели. Как видите, мы подписались в лучшую лигу мира. Поэтому, как говорится, на дне терпения оседает золото. Мы уповаем на Всевышнего, но свою работу выполняем. И вот он результат. Миллет һәм тел саклау өчен нәрсә эшләргә кирәк сезнеңчә? В первую очередь мы должны сохранять язык у себя дома. Как говорится, в первую очередь мы должны начинать с себя. Если мы, в принципе, будем язык сохранять у себя дома, среди своих родных, близких, среди своих друзей, поэтому язык наш никуда не денется и будет только расти и расти. Поэтому всегда нужно начинать с себя и своей семьи. Что
можете пожелать молодому поколению? Молодому поколению, во-первых, наверное, как бы грубо не звучало, встать с диванов и развиваться каждый в своем деле. Чем мы бы ни занимались, мы должны быть лучшими в своем деле. Тогда у нас все получится. Рахмет сізге интервью үшін. Унушлар хамнык сәлеметлік сізге. Искренне желаем, чтобы знамя победы всегда было в ваших руках. Бекзур рахмат. Сізге рахмет, Бекзор. Бекзур рахмат. Марат и Ренат – яркие представители татар. Татары живут от Татарского пролива до Калининграда, от моря Белого до моря Черного. И вот яркие представители татар Мордовии и особенно села Белозерье.